я подал, значит, документы в соответствии этого закона. Вот. И мне, значит, сказали, что мне пришло предупреждение с Министерства юстиции о том, что я в 1985 году совершил автоаварию. Вот, меня приговорили к штрафу 300 рублей. Якуб Маруфов достаточно известный в Таджикистане адвокат. За его плечами 17 лет практики. Он выступал защитником более чем в 200 делах, половина из которых уголовные. Новый закон, принятый в стране, запрещает ему с июля вести адвокатскую практику из-за того, что у него в советские годы была судимость. Хотя юрист ее и погасил, а это в соответствии с Уголовным кодексом страны делает его несудимым, этого оказалось достаточно, чтобы запретить Якубу работать адвокатом. Само государство в лице Министерства юстиции лишает меня моей профессии. Это просто, они не только нарушили Конституцию Таджикистана, тем самым они все международные права были нарушены вот именно. Также новый закон обязует всех, кто хочет вести практику, сдавать квалификационные экзамены. Чиновники говорят, что такие испытания должны повысить профессиональный уровень защитников и улучшить юридические услуги населению. Адвокаты не против, но с оговорками. Необходимо проводить специальные курсы подготовки, на которых объяснять, как нужно проходить аттестацию. А некоторые моменты в опросниках следует вообще убрать. Я смотрел вопросы, которые были изложены при приеме экзаменов. Вот. Конечно, они имеют определенные сложности, может быть, несколько сформулированы не так, сориентироваться трудно адвокатам. Нововведения привели к тому, что ряды адвокатов сильно поредели. На сегодняшний день лицензии после прохождения экзамена получили всего 312 человек, только треть от общего количества специалистов. А для страны необходимо как минимум в 5 раз больше. Если мы будем исходить из количества населения, которое у нас есть в Таджикистане, ну, где-то 7,5-8 миллионов, то у нас выходит на 26 тысяч населения, приблизительно я это считаю, всего лишь один адвокат. Естественно, это очень мало. Сроки сдачи экзаменов продлили на 3 месяца до июля этого года. У Министерства юстиции не было выбора. Такое малое количество адвокатов может привести к тяжелым последствиям для судебной системы страны. Если нарушено право на защиту, это одно из оснований отмены и приговора, и тех материалов, которые ведутся на предварительном следствии. Но у адвокатов, которые не могут сдать экзамены по различным причинам, есть другой выход из ситуации. Хотя уголовные дела они больше вести не смогут, для гражданских им достаточно будет работать по доверенности от подзащитных. Благо за многие годы практики опытные специалисты собрали большие клиентские базы. Анушер Вонарипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан.